Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Здоровье – это не просто отсутствие болезни, это гармония тела и духа, качество жизни и будущее нации. Государство, наука и общество объединяют усилия для формирования культуры осознанного здоровья. Сегодня в фокусе нашего внимания мотивация к ведению здорового образа жизни. В Якутию прибыла делегация общероссийского движения «Стройная Россия». Так, наша республика становится площадкой для важных дискуссий о здоровье нации. Общероссийское движение «Стройная Россия» привносит свои знания и опыт формирования культуры здорового образа жизни в нашем регионе. В центре внимания – формирование культуры осознанного здоровья и инновационные подходы к профилактике. Познакомимся с гостями и их планами. Добрый вечер. Добрый Ольга, вечер. Наталья. Добрый вечер. Ольга Владимировна, предлагаю начать с главного. Как возникла идея движения вообще «Стройная Россия» и почему именно профилактика неинфекционных заболеваний приоритетна? Ну, во-первых, я благодарю вас за сегодняшний прекрасный вечер, то, что вы нас пригласили с Натальей. И это уже говорит о том, что какое внимание именно в республике относится к здоровому образу жизни, к стройности. Стройности – это не которые 90-60 на 90, а стройность – это осознанный подход к своему здоровью. Как возникла эта идея? Возникла в 2019 году, и как бы она была такая совершенно вроде банальной. Каждый хотел там свою фигуру сделать такой красивой или наоборот, чтобы человек был здоров. Но случился ковид, и проблема темы стройности, ожирения, преддиабета, диабета, всех этих болезней, которые за собой ведет само ожирение, оно как бы актуализировалось очень ярко. Так, эта проблематика стала более точкой боли человека. Потому что как сопутствующее заболевание диабет был одной из причин смертности, да, от ковида. Да, и поэтому в этот момент из маленькой группы единомышленников, которые вначале хотели просто заниматься здоровым образом жизни, а это были врачи, образовалось сообщество, уже такое огромное сообщество врачей. Это молодые врачи, это эксперты в области эндокринологии, диабетологии, там, психологи, у нас гастроэнтерологи. Это уже большой отряд людей неравнодушных, людей, которые готовы прийти на помощь человеку. Самая главная идея «Стройной России» — это сделать ту информацию, научную, медицинскую, тяжелую, но доказательную, доступной и интересной каждому человеку. От маленького нашего малыша до человека, умудренного опытом. А вы знаете, кстати, что вообще аббревиатуру ЗОЖ, «Здоровый образ жизни», в Якутии возникла, придумал ее наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Слышали про такое? Интересный факт. Нет про этот факт. А вот, теперь знаете. Потому что вот вообще именно как аббревиатуру ЗОЖ придумал Михаил Ефимович. Мы находимся здесь. Да, мы находимся здесь. То есть на родине ЗОЖ. На родине ЗОЖ. Для нас это вдвойне расскажите всем дальше обязательно. Обязательно. И в чем уникальность подхода вашего движения? Вы знаете, вы в последнее время, где мы черпаем информацию? Ну, что греха таить? Конечно же, в интернете. У меня что-то заболело, а уж тем более, как привести себя в порядок и где найти волшебную таблетку для того, чтобы похудеть. Мы забиваем, и, пожалуйста, вы можете сейчас уже по ту сторону экрана это сделать, и вы увидите, сколько информации на вас выливается. Но какая это информация? Вся ли она добросовестная? Вся ли она на самом деле доказательная? Часто после использования таких марафонов, таблеток для похудения, в кавычках, советов врачей, которые не являются врачами, коучей, человек оказывается нездоровым и стройным, а он оказывается на больничной койке. Поэтому для нас самое главное было вот эту информацию немножечко потеснить, маленькими шажками, но потеснить хорошей, научной, доказательной информацией, но доступной каждому человеку. И наши способы, они
как бы, ну, как мир, наверное, простые уже. Знаете, помните эти советские плакаты, там, где красивые, стройные девушки с веслом, да, и они как бы сами зовут и говорят: «Будь здоровым». По большому счету это все профилактика, это пропаганда. Оффлайн мероприятия и онлайн мероприятия. Разные виды мероприятий для разных целевых аудиторий. Но уникальность в том, что мы стали искать новые способы и методы донесения информации, еще и учитывая региональные особенности. Вот тут поподробнее, почему Якутия стала одним из приоритетных регионов для Ну, во-первых, развития проекта? Да, еще раз выражу большую благодарность за такой теплый прием, который мы даже не ожидали от детей, студентов, врачей. Это было просто потрясающе, огромное спасибо. Якутия у меня самой лично, я была уже 2 года здесь назад и познакомилась с удивительными людьми, которые открыли мне мир, что тут делаются самые первые проекты. ЗОЖ ведь здесь был, но он же тут родился. Да. Значит, ну, грех бы было ни тут не найти, не использовать эту площадку для того, чтобы как бы внедрить самые передовые интересные идеи, именно начиная с Якутии, с этой прекрасной земли, которая полна секретов, сказочных открытий для нас, тем более ЗОЖ. Экспериментальная площадка, Да, своего рода, да? Ну, однозначно. Наталья, какие задачи перед движением в Якутии стоят? Как мы уже упоминали ранее, Якутия действительно очень уникальный регион и по суровому климату, и по вечной мерзлоте, которая прилегает к почве, и по рациону питания, который здесь действительно особенный. У нас нет традиционных как раз-таки продуктов питания, которые подразумевают под собой ЗОЖ. Ни фруктов, ни овощей, ни круп, ничего здесь не растет, но наше население действительно показывает хорошие результаты по образу жизни и здоровью, и хочется как раз-таки продвигать этот уникальный генетический код, наш культурный код и в питании, и в здоровье, и вообще и в образе жизни на население, которое мы растим сейчас. Чтобы сохранить эту национальную культуру, вот как раз-таки расшифровывать эти секреты наших предков в плане долголетия, в плане питания и продвигать их далее. Как раз-таки доступным, полезным языком и плюс благодаря доказательной медицине. И мы не возвращаемся в каменный век, заметьте. Да. Мы не возвращаемся, не говорим, давайте так же все делать. Мы это все адаптируем на современный лад и, конечно же, с учетом доказательной медицины. Прокладываем мост. То есть прежде всего это питание, да, культура питания. Активность. Активность. Мы когда-то бегали, да, за мамонтами, да, физическая активность. И гигиена сна, водный баланс, вообще психологическое состояние, ментальное здоровье, которое сейчас является одной из главнейших таких этапов вообще формирования состояния. Это квартет здоровья. Мы делаем все для того, чтобы каждый инструмент зазвучал, и уже как бы возникла музыка. Наталья, а вот ваш опыт в модельном бизнесе повлиял на профессиональную деятельность, на вот это вот движение «Стройная Россия»? Да, врачом я всегда хотела быть, наверное, с самого детства. Мне всегда было интересно, как вообще функционирует наш организм. Я считала большим, наверное, упущением, если бы я не пошла в медицинский университет и не познавала все устройство организма изнутри. Что касается модельного бизнеса, у меня не было какого-то опыта, что чаще всего бывает как раз-таки у представительниц модельного бизнеса, там, дистрофические диеты. Мне кажется, в Якутии это... Мы к этому не склонны, как у меня лично не было такого опыта, но я могу сказать, что все те знания про питание, про образ жизни, если бы я их получала тогда, в молодом возрасте, я бы заплатила за это очень высокую цену, потому что действительно актуально, ценно вообще распространять такие знания, но они почему-то недоступны недоступны для большинства в той форме, которую бы усваивали дети-подростки. И из-за этого очень много искажений связано и с дефицитом питания, да, склонных как раз-таки к анорексии, и наоборот к профициту этого питания, которое приводит как раз-таки к дальнейшим к ожирению, дальнейшим как раз-таки осложнениям, связанным с ним. Да, потому что ведь расстройства пищевого поведения, они могут быть вот не только в сторону ожирения, да, но могут быть и в сторону анорексии, дефицита. Так далее, дефицита. То есть
вот эти вот все модные в свое время какие-то диеты, арбузные, какие-то рисовые, когда или там водяные, или когда ты не ешь, просто ничего не ешь несколько дней. Вот, И вот это происходит из-за того, что информации очень много, и люди даже не понимают, что слушать, чему доверять. И как раз-таки наше движение, оно является таким оплотом, наверное, доверия, где мы как раз-таки, обладая высшим медицинским образованием, проверяем эту информацию, как раз таки каждым пунктом, потому что мы понимаем, к чему, каким последствиям приведет то или иное, и плюс стараемся, благодаря как раз таки нашему организатору, нашим, получается, творческим идеям наших экспертов, внедрять это в формате современного, доступного и полезного. Да, мы ищем новые подходы, абсолютно новые, какие-то интересные подходы. Мы смотрим, мы наблюдаем, кстати, за этими людьми, которые стоят по ту сторону экрана, и к ним тянутся наши молодежь, иногда подростки, и почему-то садятся, становятся проблемы с анорексией, да, расстройство пищевого поведения. Мы думаем, почему? Что их так влечет? Или женщины, которые побежали за волшебной таблеткой, вот сейчас лето, и вы прекрасно знаете, сейчас начнется бум, вот немедленно сейчас. И мы получаем, практически катастрофу, связанную со здоровьем. Но вот эти таблетки, которые разработали как раз для лечения диабетиков, которые сейчас вот пьют для похудания, Оземпик. Мы как бы не называем это в эфире. Нет, но эти препараты, хорошо, что я хочу как раз сказать огромное... Бесконтрольно ведь их нельзя принимать. Нет, хочу огромное спасибо сказать, то, что наши фармацевтические компании, когда ушел вот препарат, да, как вы уже назвали, вот, конечно, молодцы, и у нас уже разработали и не оставили больных с сахарным диабетом, больных с ожирением без препарата. То есть наша промышленность шагнула прямо... Импортозамещение. Да, импортозамещение, да. И если мы в эту тему, конечно, можно долго дифирамбы петь, но мы сделали, у нас получилось. И это главное. Но все же предупреждают, что бесконтрольно, вообще без врачей этого делать нельзя. Вы сами себе не врач. И баба Маша сказала, или твоя подруга, там, допустим, Лена сказала, что вот это помогло, вот это не работает. Человек — это индивидуальный, скажем, это вот, плод такой, который должен думать о своем здоровье. Конечно, каждому индивидуально. Сейчас же индивидуальный подход ко всему, к своему здоровью вообще, к своему образу жизни. А вот есть мнение еще о том, что людям с низким уровнем заработка просто трудно поддерживать здоровый режим питания. Хотя бы потому, что огурцы те же у нас стоят по 600 рублей, по 500 рублей, да, за килограмм. Что вот делать в таком случае? Вот именно это мы пытаемся продвигать, что здоровый образ жизни — это не представление о том, что это что-то дорогое, сложное, что надо все продумывать. Нужно понимать как раз-таки базовое понятие о здоровом питании, которое как раз-таки не продвигается ни в школах, ни в семьях, внедрить в эту информацию как раз-таки уникальность генетики, культурного наследия и регион, в котором мы живем. И здесь действительно в Якутии уникальность богатые суперфуды. Это как раз-таки субпродукты, мясо жеребятины. Как мы все знаем, что как раз-таки дичь, туша, мясо нам передается через родственников. Далеко не секрет. Ягоды, которые действительно в нашем регионе, в Якутии, обладают большими полезными свойствами, чем в других южных регионах, потому что Якутия... Лето короткое, они должны успеть вобрать все витамины. Да, потому что Якутия, она устраивает такой естественный отбор каждому, кто находится здесь. И кто проходит этот естественный отбор, она награждает невероятными дарами, как никто другой. Как раз-таки ягоды здесь не исключение. И если летом даже собирать эти ягоды самостоятельно, действительно, природа дает нам эти блага, и это действительно витамины, которые у нас лежат под ногами, их нужно только взять. Конечно, нас могут закидать по ту сторону экрана и сказать: не верим. А где-то я могу согласиться, это на самом деле так, да, по поводу как бы дорого, дешево, да. У нас наше движение вот недавно как раз предложило
одну социальную инициативу. Это замена, как вот есть пушкинская карта, когда ребенок ходит и может только пойти в музей, он не может пойти в какие-то злачные места, естественно, он идет в музей. И сделать для категории социально уязвимых семей такие карты. Я не знаю, как мы пока ходил вот в публичном поле Мечниковская или какая-то, где на эту карту могли бы покупать продукты местных производителей. Тем самым поддерживая местные производства и покупая здоровые продукты. То есть эту карту нельзя было бы обезналичить, купить на нее, извините, какие-то спиртные напитки или какой-то суперфуд, или обменять. Чипсики. Да, именно вот как бы поддержать и местного. И это такая вот наша пока сейчас идея, инициатива, она может быть и не нова, но мы ее поднимаем, потому что есть все-таки проблемы, о них молчать не надо. Вот, надо поднимать и говорить об этом, потому что питание практически сейчас это, скажем так, наше лекарство, которое уже мы в себя вкладываем и можем как-то влиять и говорят, на свое что здоровье. ты есть то, что ты ешь, да? Да. Ну и действительно тоже важный аспект того, что вот вы упомянули, да, огурцы. Фрукты, овощи на самом деле издревле для наших предков не являются традиционной пищей. И мы, конечно, утверждаем, что как раз-таки фрукты и овощи есть не надо, действительно нам нужна клетчатка, но не в том объеме, который как раз-таки предполагается для других регионов. Наоборот, в нашем регионе рекомендации таковы, что нам необходимо есть омега-3 жирные кислоты в виде богатой рыбы, да, которую мы можем как раз-таки, наши реки этим богаты. Дичь, туша, мясо, ягоды, травы. Все это есть в нашем культурном коде. Ну, то есть в каждом регионе какие-то особенности. Расскажите, Ольга Владимировна, подробнее вот про работу, про практику с другими регионами. Как вот у вас строится взаимодействие с местными властями, с медицинскими учреждениями? Какие вот форматы сотрудничества наиболее эффективные? Вы знаете, каждый регион для нас уникален. Вот на самом деле каждый регион, вот мы были летом в Калининграде, и у нас уже там были такие балтийские приключения с детьми, то есть разные там корпоративные программы здоровья, детские программы в лагерях. Это никак не отменяет повторение в других регионах, но он уникален тем, что мы смотрим расположение региона, что там в приоритете, какое население проживает, какие связи. То есть мы изучаем все-все-все для того, чтобы скорректировать полностью нашу программу, сделать эту программу интересной конкретно людям, проживающим на данной территории. Но мы же не можем сравнивать Калининград, допустим, с Владивостоком. Но это разные, да, такие вот, чем они питаются. Кстати, они как раз похожи. Там морской климат. Я имею в виду уже вот так вот конкретно. Все-таки и это дает нам такое преимущество. Ну и помимо этого, конечно же, у нас есть еще онлайн мероприятия. Это видео такие, мы снимаем видео-подкасты с такими академиками на самые интересные темы, где они доступно рассказывают о каких-то проблемах, и очень серьезных проблемах. Поэтому ребята тоже стремятся что-то сделать такое интересное не знаю, в социальных сетях. То есть подписывайтесь, смотрите. Наталья, у вас еще есть проект «Здоровье Арктики». Вот чуть-чуть о нем упомяните, пожалуйста. И как-то пересекается ли он вот со «Стройной Россией» или это абсолютно другое что-то? Да, мы открываем как раз-таки регион именно в Якутии. Наш приезд это является таким неким пробой пера. Мы исследуем эту территорию на взаимодействие, как раз-таки на аудиторию, как она воспринимает ту или иную информацию. И в дальнейшем мы нацелены продвигать не только регион Якутии, но и в целом все регионы северные в Арктике, потому что действительно особый климат, особые условия, особые рекомендации. Да, мы сейчас говорим вообще о том, что вот арктический вектор и у России, да, и в целом через Арктику. Как раз недавно обсуждали в нашей программе культурный форум вот в Якутии тоже в эти дни, как раз о культуре Якутии в разрезе именно Арктики. Вот тут так вот все переплетено, да, все перекликается. Сейчас все переплетено, в том числе и культура и искусство. Вот как раз ключевые вещи, как культура и искусство, мы тоже используем в своих как раз вот наработках и проектах, и программах. Это очень хорошо. Прекрасные родительские собрания в музеях самых интересных. То есть мы проводим очень много интересного.
связанные с культурой и искусством. Ну, это действительно здорово показать многообразие нашей страны, наших культур, наших национальностей. У нас И вот показывать, народное что единство, мы да. все едины, но есть определенные особенности, которые мы никогда не должны вырывать из контекста, и всегда мы должны их учитывать. Откуда ты родом, кто твои предки, откуда ты вырос. А вот где, интересно, еще проходит вообще, вот по вашему мнению, та грань между здоровой заботой о себе, да, вот о том, что мы говорим, стройная, и одержимостью идеальным телом, доведением себя до каких-то там... Грань простая, где начинаются проблемы со здоровьем. Да. Вот и вся. Вот обычно, просто где начинаются проблемы со здоровьем, грань, она просто стирается мгновенно. И у некоторых одержимость, наоборот, вот бодипозитивом, да, который там «я люблю себя такой, какая я есть». Да, У и я нас же буду есть получается, фастфуд, у нас получается две стороны медали, да, а другая вот это совершенство телом, который кроме своего тела больше ничего не видит. Он до такой степени только смотрит, у него уже отпадают какие-то, обратите внимание, друзей не становится, он только любуется собой, значит, баночек вот этих столько-то он пьет, да, там вот столько-то он качается. Ну, человек, он должен быть прекрасен, да, все, в человека, как все должно быть прекрасно. И душа, и тело, и мысли, как и сказал мысли, Чехов. да. Вот, как раз это очень важно. Ну и мы, как врачи, ординаторы-диетологи в Центре эндокринологии, мы работаем с пациентами и с ожирениями, и с дефицитом массы тела, и все наши рекомендации построены не на категоричных советах и рекомендациях. Мы как раз-таки балансируем на том, чтобы каждому пациенту вот эти вот рекомендации, которые мы пропишем, были комфортно использовать, применять в жизни и действительно кардинально не изменялись от того привычного, чтобы весь этот переход из какого-то профицита или дефицита происходил постепенно, не нагружая вот так вот как раз-таки психику, и доводить до баланса. Ну, то есть я понимаю так, что вот для вас главное это научно обоснованный, вот, профессиональный медицинский подход, да, и это вот очень важно, потому что сейчас действительно, как вы вот вначале упомянули, очень много коучей, и есть сейчас такая профессия, как нутрициолог, которая, ну, звучит вроде бы так серьезно, нутрициология, так, целая наука, а потом поглубже копнешь, и выясняется, что это не медицинское образование. Ну, я хочу, конечно, тут немножко как бы... Поспорить? Не поспорить, уточнить, поправить? Уточнить по нутрициологам. У нас есть профессия нутрициолог, и, конечно, обучение идет людей, которые... Это наука, действительно, как бы ей занимаются, но мы сейчас говорим о тех школах, где учат, называются нутрициологами, коучами по здоровью, и где обучают это 2-3 месяца. То есть я не знаю, я там работаю на почте и решила стать нутрициологом. Иду, получаю этот сертификат, обучаюсь 3 месяца. У меня уже корочка нутрициолога, и я уже сижу и вещаю, как мне надо, точнее, как мне помочь тому или иному человеку. Ну что значит не как помощь? мне надо, а как человеку надо, что есть. Потом они начинают свои услуги продавать, они назначают БАДы, добавки, они смотрят анализы, что они не имеют категорически права делать. То есть человек, не имеющий медицинского образования, когда переходит вот эту черту и залезает уже в здоровье человека, не имея на то абсолютно никаких оснований, я считаю это преступлением. И есть еще такая тема, как коуч по здоровью. Я понимаю, что сейчас как бы на себя, может быть, это прекрасное, на меня, может быть, там накинуться, но, например, коуч по здоровью, да, и этот коуч — это советник, друг. Это, грубо говоря, я вам друг и советник. Я ем такое-то, а я говорю правильно, неправильно. Если кто-то из вас, согласен платить такому человеку за его советы, но, пожалуйста, вы можете платить, это красиво называется коуч по здоровью. Мы недавно очень плотно занимались этими школами, кто выдает сертификаты. Просто просматривали ради интереса. И знаете что? Там как бы красными такими буквами написано, кто сколько в конце вот этого обучения будет получать. И оказалось, диетолог 80 тысяч, нутрициолог, это так они прям назвали, диетолог 80 тысяч, нутрициолог 150 тысяч, а коуч по питанию или по здоровью там 180 тысяч. Люди это читают, естественно, как бы такая красивая история, идут и типа учатся и считают, что они молодцы.
Но при этом диетолог – это ведь врач Диетолог это врач. с медицинским образованием. Да. А нутрициолог – это может быть и человек после курсов. Ну, у нас много, да, после курсов, но у нас очень много, я опять же говорю, не буду даже лезть вот в эту историю. Дело в том, что у нас очень много даже наших врачей-кардиолог, они просто дополнительно, врачи как дополнительно получают специализацию на нутрициологии. Ведь почему это стало у врачей, как бы многие стали получать эту специализацию, чтобы более подробно изучить тему питания. Это же тема питания. Вот, поэтому как бы вот эту категорию это мы понимаем, и это есть, и это правильно. Вот. А вот именно мы говорим вот об этих бабочках-однодневках или таких специализациях, которые как бы к врачам... То есть только мы за профессиональное медицинское сообщество, я так скажу. Ну, это же так похожая история с психологами, да? Когда есть психологи, которые учатся клинической психиатрии, там, и психологии, да, клинический психолог с высшим медицинским образованием, и когда психолог на базе какого-то любого образования или без базы после 3-месячных курсов идет и продает свои услуги по психологии. Я хотела добавить, что я как раз-таки в прошлом году окончила медицинский университет, и могу сказать, что даже получая высшее медицинское образование, на самом деле там мало уделяется питанию. Мы формально проходим как раз-таки биохимию, мы понимаем этот процесс изнутри, но как раз-таки применимо к продуктам питания, режиму питания, вообще формату питания, этого нет. И здесь, благодаря как раз-таки ординатуре по диетологии, мы изучаем конкретно этот процесс, также находим научные данные, доказательную медицину, и это все проверяем и опровергаем. Да, как раз-таки образование нутрициолога, оно может быть приятным дополнением, как раз-таки получить всю эту информацию по питанию, исследовать его, как раз-таки применять критическое мышление, понимать, что здесь действительно рабочая схема, а что, ну, наверное, часть маркетингового хода. Не можем этого отрицать. И действительно обладает какой-то некой пользой. Но еще также есть такой момент, что многие пациенты, они боятся людей, врачей в белых халатах. И как раз-таки наше движение «Стройная Россия» благодаря таким лекциям в доступном формате, где мы не строго, да, какие-то врачи говорим такую сложную информацию сложным языком, который они им помогают, а действительно таким, как мы уже говорили ранее, доступным языком помогаем понимать эту информацию, им становится легче в создании такого контакта. И они понимают, что действительно верно, чему можно доверять, а что не стоит. Ну, это индивидуальный подход. Что вы ели на завтрак? Вот мы разбираем не то, что там с человеком конкретно, вот что можно из тех продуктов, какие продаются. И такие советы более, приближенные к реальности, что ли. Да. Вот, пользуясь случаем, хочу спросить, вот есть же такие, маркетинговые уловки, да, разные. В последнее время какой-то бум вокруг ферритина. Все говорят, ферритин, это вот... Что это вообще? Ну, это такая медицинская сейчас, мне кажется, сейчас составляющая. Ну да, это как раз-таки склонность к анемии, и, наверное, это связано с несколькими аспектами. Это дефицит питания, вот как раз-таки дефицит гемового железа, как раз-таки красное мясо. И вот наш регион, который богат и изобилием мясных продуктов, и субпродуктов, по идее, именно эти продукты, они содержат высокое содержание и железа в доступной форме гемовой. И у нас, по идее, не должна быть склонность к этому. Но есть еще дополнительный фактор, который как раз-таки препятствует усвоению железа. Это проблемы желудочно-кишечного тракта, которые большим, наверное, ходом идут, распространяются на наш регион и на нашу страну, которая связана с нетрадиционным для нас питанием. А действительно ли все нужные полезные вещества можно получать из питания, из правильно составленного рациона, или все равно нужно идти на маркетплейс за БАДами? Вот такой тупой вопрос. Вот нет, про маркетплейс за БАДами мы еще пока не говорим. Да, маркетплейс точно нет. Не то, наверное, место и локация, в котором мы можем доверять как раз-таки брать БАДы. Мы не понимаем их условия хранения, мы не понимаем, откуда эта продукция идет, очень много подделок. Но вот как раз-таки дополнительного источника полезных витаминов и минералов мы не можем этого отрицать. Сейчас действительно поменялось время, условия, и многие
многих витаминов и минералов действительно не хватает. И учитывая даже вот то, о чем мы говорим, да, региональные особенности, у нас дефицит йода в нашем регионе действительно является большой проблемой. Мало кто об этом знает, и у нас просто даже исторически не заложено этих источников. Мы их получаем таким обходным путем, да, через рыбу, которые питались там как раз-таки водорослями и так далее. И здесь мы понимаем, что нам этого минерала не хватает, нам нужно его дополнительно как раз-таки употреблять в профилактических дозах. Да. Витамин D. У нас вся Россия находится в тотальном дефиците витамина D из-за недостатка солнца. Да. И многие как раз-таки избегают солнца, редко едят рыбу в целом, особенно источники как раз-таки жирной рыбы, лосось, форель и так далее. Скажут опять сейчас лосось и форель, ты сказала, хотя мы говорим, что скумбрия. Но рыбий жир, да. А вот здоровый образ жизни, он же подразумевает прежде всего отказ от вредных привычек. Ну, я говорю про алкоголь, про курение, да. Вот что должно в жизни человека произойти, чтобы он начал от них отказываться? Здесь идет, наверное, диалог про удовольствие от жизни, потому что вредными привычками сигареты, алкоголь, что-то серьезное, и даже как раз-таки еда в избыточном потребления, она заменяется, это попытка заменить недостаток эмоций. И когда мы и своим пациентам, да, и вообще всему населению говорим о том, что ваша жизнь должна быть разнообразной, там должны быть эмоции, надо разделять как раз-таки вредные привычки от той эмоции, которую она вам заменяет или дополняет. И как раз-таки, когда мы будем продвигать тот образ жизни, который будет полностью закрывать все дофамин, серотонин, весь этот спектр гормонов, и человек будет получать этого, действительно ему не захочется что-то искать на стороне, ему уже этого будет достаточно. И как раз-таки переедание едой, это тоже относится как к таковым вредным привычкам. Это замена чего-то, замена какого-то удовольствия или заглушить печаль. Хотелось бы, чтобы, конечно, это не скучно говорили, ведь сколько мы уже боремся за то, чтобы за здоровый образ жизни, чтобы привычки поменять. И каждый раз нам жизнь подкидывает все новые и новые вызовы. По большому счету, там с табаком как-то и с алкоголем стало намного легче, то есть после кампании, проводимых государством. Сейчас мы взялись за питание. Я не говорю, что там мы побороли, но немножечко как-то стабилизировали, да, ситуацию. А вот с питанием пока еще все-таки достаточно грустно, потому что все на бегу, все быстро, и когда вас спросят, там вот мы спрашиваем, когда проводим родительское собрание, она говорит, я бегу вечером, ну что я куплю? Буду сейчас вам брокколи это или еще что-то там покупать, которое на пару, я куплю пачку пельменей, да, отварю и накормлю сразу всю семью. То есть такие как бы вещи нам тоже поэтому, предъявляют. Поэтому мы как-то стремимся аккуратно каждому донести нужную информацию. То есть государство может эффективно мотивировать людей к здоровому образу жизни? Конечно. Вы посмотрите, сколько у нас спортивных площадок. Только, вставай и занимайся. Ведь у нас сейчас возможностей для занятий спортом намного больше стало. Даже говорить нечего. Особенно и в регионах, и в Москве-то уж я вообще не говорю, а в регионах тоже очень такие тропы здоровья, туризм развивается. Можно по-разному к этому относиться, но я думаю, все равно от человека это все зависит. Наверное, родитель мотивирует ребенка. То есть, если ребенок видит каждый раз, что папа с мамой там как-то ведут активный образ жизни, конечно же, он тоже будет к этому стремиться. Мы за то, чтобы были прекрасные образы на экранах телевидения. Мы говорим о хорошей рекламе по правильному питанию, которая отсутствует сейчас. Вот это не очень хорошо. Мы видим красивые всякие фастфуд рекламу, да, правильно, на телевидении, а мы не видим рекламу здорового питания. Кстати, обратите внимание, даже тематика ожирения, вот такие социальные ролики по ожирению у нас их нет. Хотя, давно бы уже пора, потому что, статистика уже такая печальная. А что говорить о статистике, даже если статистику не брать? Мы выходим на улицы, особенно летом и весной, и видим уже по нашим детишкам, что это, очень-очень сильно заметно.
Ага. Но это действительно закладывается ведь все в семье. И вот эти пищевые привычки, я вспомнила, читала про исследования, которые в Америке проводили. Там, значит, они исследовали детей и родителей, вес, корреляцию, ну, что вот наследственное ожирение, да, как бы. Вот. А потом проверили детей усыновленных. И выяснилось, что усыновленные дети, у которых совершенно другая генетика, но если у них полные родители, то у них тоже ожирение. Потому что большую роль играет не генетика, а традиции питания в семье. Да, из этого мы лекции проводим на разные возраста, и как раз-таки у нас была лекция в Северо-Восточном федеральном университете для студентов медицинских и немедицинских вузов. Это как раз-таки тот репродуктивный возраст, когда мы даем им рекомендации по вообще питанию, здоровому образу жизни в рамках Якутии, и мы верим, что в дальнейшем это наши будущие родители, это как раз-таки воспитатели, да, будущего поколения, и они уже внедряют эти знания в свои семьи, в свои привычки ежедневные, традиционные, и это будет передаваться с поколения в поколение в дальнейшем. О здоровье ребенка уже можно думать именно тогда, когда ты решил, думаешь, что вот скоро у нас появится малыш. Уже тогда папа и с мамой должны задуматься о здоровье будущих поколений. И напоследок вопрос такой личный. Ваши какие-то секреты красоты и здоровья? С Наташей, наверное, начнем. Давайте, Потом вернемся ко мне, я подумаю. Если действительно брать не такие какие-то замудренные советы или такого общего формата, я думаю, что в первую очередь это, начнем с самого такого конкретного, это белковый завтрак. Обязательно. Когда вы встаете утром, и учитывая наш регион, наши условия, у нас действительно склонность к белково-жировой диете, начинать завтрак не с кофе на голодный желудок, не с каких-то сладостей, а действительно, чтобы там был источник белка. Это рыба, мясо, молочные продукты. И вы заметите, как ваш день начнется по-другому. У вас будет больше сил, у вас будет больше насыщения. И как раз-таки белку мы добавляем как раз-таки медленные углеводы, чтобы это насыщение было долгосрочным и не скакало как раз-таки глюкоза, инсулиновый цикл. Высыпаться, конечно же, стараться. Знаете, сложно сказать, спите долго. Я, как выходец из медицинского университета, который действительно нормой жизни было 3-4 часа сна, могу сказать, что сейчас необходимо, если есть такая возможность, например, на выходных отсыпаться, высыпаться, делать это. Но еще очень важный фактор — это как раз-таки час перед сном. Соблюдать эту гигиену сна. Читать перед сном, убирать эти гаджеты. Это действительно большая проблема, которая нарушает наш циркадный ритм. И как раз-таки действительно благодаря чтению перед сном вы насыщаете свой сон богатыми образами, успокаиваете свою нервную систему, да, это работа с кортизолом, чтобы успокоиться, чтобы настроить и действительно во сне нормализовать свои как раз-таки гормональные циклы. И самым, наверное, тоже дополнительным советом является есть как раз-таки конкретными фазами, без частых перекусов, а действительно планировать свой рацион, чтобы у вас был завтрак, обед и ужин. Мы понимаем, что у каждого человека совершенно разный график, но стараться действительно задуматься об этой идее и понять, как вообще это внедрить в свою жизнь, потому что это принесет большие дивиденды на долгосрочную перспективу. Спасибо. Ну, я Ольга. хочу сказать, когда рядом со мной команда, вы не представляете, какая-то огромная команда, нас больше 300 человек, вот этих вот прекрасных девушек, да, вот, во-первых, я не могу неправильно, если я не так не питаюсь, то меня быстренько поправят, у меня есть всегда под рукой совет, но на самом деле, если честно, по жизни для меня самое главное было все равно движение. Когда вот сейчас очень много вот этих тревожных всяких расстройств, каких-то переживаний, ну, у каждого, конечно, какая-то своя вера, да, потому что мы разных религий проживаем там, вот, поэтому для меня, наверное, вера и движение вообще во всем, потому что если что бы ни случилось, делай. Вот как бы плохо не было, иди вперед. Просто движение на самом деле дает энергию. Начни двигаться, и все пойдет тебе навстречу. А питание подскажут. Ну, я стараюсь, конечно, соблюдать их рекомендации. Вот. И желаю, конечно, чтобы все были счастливы. У всех был мир, душа. Такое душевное спокойствие. Душевное спокойствие, Да. Движение — это жизнь. Спасибо Движение — вам это жизнь. большое. Спасибо вам за большое, интересную беседу. что вы нас позвали. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.